Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто за вами следит? Кто за вами наблюдает? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Гадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Здесь какой-то мужчина типа спиной стоит, на самом деле это какая-то показуха идет. Вот мужчину показали, вы с ним стоите спина к спине. Он делает вид, что вы ему совершенно безразличны, что вы ему абсолютно неинтересны. Но это вид, это видимость, это такая игра у него. На самом деле, буквально он следит за каждым вашим шагом. И у кого-то отыграется, что он физически следит за каждым вашим шагом. Не через интернет, не через кого-то, а вот прям за вами то ли ходит, то ли ездит, да, и все про вас знает, а по домам там стережет, что вы, с кем вы, там в окно вам подпрыгивает, заглядывает. Понимаете, вот вплоть до такого. Делает вид, что ему все равно, что безразлично, а сам прям уж и все глаза проглядел. Все хочет про вас знать. И практически, да, все про вас узнает. Очень хочется этому мужчине как-то к вам в голову залезть и что-то узнать. Узнать, может быть, о себе, о вас, либо о вашем отношении к нему. Вот, с этим он пока справиться не может, но тем не менее, да, он следит. Почему в эту игру играет? Ну, как ставки, наверное, поднимает, как хочет цену набить, ну, типа довести вас, может быть, до какого-то состояния, чтобы вы там на все согласные были. И он такой потом повернется, там, пальцем щелкнет, и вы такая: о боже, и в руки ему упадете. Он играет в игру. Играет нехорошее, ну, негоже достойному мужчине играть с женщиной, которая тебе нравится, а вы ему очень нравитесь, да, в такие игры. Это какое-то ребячество, это... Да и даже, не знаю, подростку, наверное, такое в голову не придет. Что-то с этим мужчиной не так, не то. Выглядит он прилично, выглядит он интересно. Возможно, даже у вас с ним, ну, как взаимная симпатия была, либо есть, либо вы пытались быть в отношениях, но что-то там произошло, там не поделились что-то, да, не сошлись во мнениях. И вот он всем видом показывает, что вот я спиной отвернулся. На самом деле он как это камбала, да, рыба такая вот, которая на дне живет, у него глаза, значит, на затылок перелезли, да, потому что он за вами следит. Странный, конечно, тип, и я бы его, честно, стороной бы обходила, да. Но если женщина тебе нравится, если ты ей заинтересован, ну так приди, поговори нормально, объясни ситуацию. Если что-то не нравится, ну скажи об этом, да. Но можно же ведь все обсудить. Зачем в такие дурные игры играть? Вот я не понимаю. Просто не понимаю. Ему кажется, что он все делает правильно. Ему кажется, что его стратегия, да, она прям суперэффективная, да, что он прям все, он получит вас готовенькую, что сами к нему в руки упадете. Но при этом вижу, что с вашей стороны, например, идет угасание к нему, угасание вашего интереса. Вы такая: ну типа не хочешь, ну не надо, я другого найду, тоже мне, да, полно мужиков. Вам не сильно из-за этого болит, вам просто непонятно, да, почему он так резко охладел, либо почему он так резко потерял интерес. На самом деле, девочки, это игра. Он за вами следит, он за вами наблюдает. Именно так идет. Еще женщину показали. И эта женщина прям вам всю спину продырявила, своими глазами продырявила. Эта женщина вам очень завидует. Эта женщина... Я так скажу, возможно, она хотела бы быть на вашем месте, либо вообще стать вами.
То есть вы для нее успешная, вы для нее значимая, и вы для нее на желанном месте находитесь. Может быть, это связано с работой, с бизнесом, может быть, это связано и с личной жизнью. Она вам всегда в спину смотрит. Женщина по возрасту чуть младше, чем вы, и она всегда вот в спину и дышит, и смотрит. Может быть, вы там работаете вместе, да, и она где-то вот сзади вас сидит, например, ее рабочее место сзади вас. Может быть, эта женщина на втором месте после вас, да, где-то, например. Ну, в общем, завидки берут, и вот она за вами все время следит. Она старается все делать, как вы делаете. Знаете, как повторять за вами. То есть своей головы нет, либо в своей голове ветер задувает, гуляет. Вот она за вами все повторяет. Вплоть до того, что она может делать такой же макияж, как вы, приобретать точно такую же одежду, как вы, говорить такими же словами, как вы, имитировать ваши движения, жесты. Да, вот прям под вас косит, так можно сказать. Ну, женщина недалекая. Я так понимаю, что ничего хорошего ее и не ждет. Да, если ты чужой жизнью хочешь жить, а свою не хочешь строить, то ничего хорошего тебя не ждет. Единственное, что у вас может омрачать ее эти поступки, поведения, ну, как бы, когда вы видите, что она прям все за вами повторяет, но это как-то немножко, ну, неприятно, да. Задаешься вопросом, зачем она это делает, да, что с ней не так. Вот. Ну, а если мы говорим про отношения, про любовь, то эта женщина может, знаете, как, ну, на что-то закрыть глаза, на совесть, на мораль, на честь, да, и даже в какой-то степени приступить дозволенное. Да. Человек может пойти вразрез со здравым смыслом. Ну, вот тоже какая-то, знаете, вот нездоровенькая, да, ситуация между вами. Вот. Возможно, вы для нее кумир, да, и она впоследствии кого-то другого найдет, а кого-то другого переключится. Но, возможно, вам еще придется от нее отбиваться, да, потому что она действительно вот в спину вам, в спину и дышит, и смотрит. Так мне идет. Ну, прям хотелось бы пожалеть, но нет, нет, таких жалеть мы не будем. Ну, неправильно это все. Ну, не должно быть так. Да, ты можешь кем-то восхищаться, да, ты можешь брать с кого-то пример, но не таким образом, не в таком объеме, не в таком количестве. Надо все-таки своей жизнью жить. Ну, а если это ваша соперница, то я бы на вашем месте и не боялась бы. Человек недалекий, ничего придумать не может. Неинтересный, тусклый, еще раз говорю, в голове ветер гуляет, да, никаких своих мыслей нет. То есть абсолютно ни о чем. Да, может быть, там тело, да, ну, одним телом сыт не будешь, понимаете? Нет. Прям совсем нет. Как пустое место она мне идет. Так, а вот тут какой-то мужчина к вам, наоборот, присматривается. Присматривается, но у него помыслы не связаны с любовью. У него помыслы связаны с какой-то работой, с каким-то делом, с ответственностью. Вот он присматривается, насколько вы ответственный человек, как вы справляетесь с теми или иными задачами. Ну, возможно, как на работе у вас, да, мужчина, там, начальник, либо начальник другого отдела, не там, где вы работаете, а в другом отделе. Может, ему сотрудники нужны, хорошие, квалифицированные, ответственные, порядочные. Вот он к вам присматривается. Вообще вы у него на хорошем счету, на хорошем, да. И присматривается именно с точки зрения профессионализма. Вот. И, девочки мои хорошие, даже если вас там на работе критикуют, либо никак не отмечают ваших достижений и успехов, именно этот человек к вам присматривается. Действительно, вот есть интерес, и интерес очень серьезный. Да, так что имейте в виду, за вами на работе наблюдают. Так, а вот здесь мне очень мужчину такого интересного показали. Мужчина, который часто уезжает, в дороге бывает. Ну, отсыпка общая, да, может быть, это ваш бойфренд, да, может быть, муж чей-то. Очень сильно переживает этот мужчина, что вам вот помощь понадобится, а его рядом нет. Может, кстати, и отец, да, у кого-то быть, а может, и сын взрослый, да, вот он за вас переживает. Здесь скорее не следит, но кого-то может просить, да, чтобы вам там в случае там экстренной необходимости помогли, либо с ним связались.
И также, возможно, какие-то программы, вот ищет как программы, да, там, быстрой связи, либо какие-то тревожные кнопки, да, может быть, какие-то камеры установить, да, слежение, чтобы он там мог периодически просматривать, там, никто ли не лезет в ваш дом, ничего ли вам не угрожает. Здесь именно забота идет, да, человек за вами хочет следить, пытается следить, но не для того, чтобы там что-то разузнать, а для того, чтобы о вас позаботиться, когда его нет с вами рядом, когда вы не вместе, когда он там в командировке, в рейсе, в отъезде, да, вот в таком ключе. Вот желание вас защитить, уберечь и скомпенсировать этот момент, когда его нет рядом. Так мне идет. У кого соцсети? Вот я много лиц вижу, много людей, много лиц. Да? Возможно, вы ведете соцсети, возможно, вы блогер, да? Вот как разные люди за вами наблюдают. Я не вижу связи между вами, то есть там родства, либо какого-то интереса, личного характера, делового характера. Вы просто этим людям очень интересны. Им нравится, что вы делаете, да, что вы публикуете там контент, либо личные какие-то фотографии. Вот нравится за вами наблюдать. То ли вы рассказчик очень крутой, да, очень красиво так рассказываете, то ли вы действительно там фотограф от Бога, да, красиво там оформляете свои соцсети. Вот нравится, приятно. Вы как отдушина для этих людей, да, вот когда хочется расслабиться, вот берут и листают ваши соцсети, просматривают ваши фотографии, либо ваши посты читают, либо ваш контент просматривают, да, вот так мне идет. И если вы действительно блогер, либо начинающий блогер, я так скажу, у вас прекрасное будущее, потому что то, что вы делаете, действительно, вот оно какое-то доброе, родное, душевное вот мне идет. И вот цепляет, это цепляет. Может быть, со временем, да, кто-то с ближайшим временем, кто-то чуть попозже, вы действительно станете очень успешны. Если вы просто ведете там свой блог, какие-то интересные вещи рассказываете, и у вас сейчас нет просмотров, вот здесь четко показано, что вы на свой Олимп взойдете, и солнце ярко будет вам светить. Вы все делаете с душой. Ну вот вам быть успешным человеком. То, что вы делаете, цепляет людей. Это действительно интересно, и это прям действительно с душой. Будете многим интересны. Уже интересно, а дальше еще будет больше. Не знаю, почему-то мне вот прям вспомнилось это все. Возможно, да, меня смотрят люди, которые начинают, может быть, даже на Ютубе вести свой канал, и вы переживаете, почему просмотров нет. Ну вот, так алгоритмы заточены, да, когда что-то хорошее и интересное не показывают, а когда чушь и дрянь, так там прям кричи караул, сколько просмотров. В общем, что есть, то есть. Мои хорошие, вы, главное, не сдавайтесь, продолжайте делать свое дело. Вот явно кто-то вот прям солнце светит на вас, и много-много голов, и все вами интересуются. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.